Представляем новый выпуск интернет-проекта Дома дружбы Карагандинской области «Достык Дастархана». В гостях у нас сегодня Руслан Иосифович Никонович, один из победителей конкурса «Сарыарка Достык Аймагы» и общественный деятель, известный в Караганде, поэтому готовить сегодня мы будем вместе. А что мы будем готовить, сейчас Руслан Иосифович нам и расскажет. Карл Кун, Дастар, Репетистер. Я выбрал настоящее мужское блюдо. Это то, что легко может приготовить любой мужчина. И женщина тоже. Нет, женщина может приготовить все, что угодно. А задача мужчины из минимального количества продуктов сделать съедобное, то, что будет нравиться самому себе в первую очередь, ну и друзьям, семье, и будет оценено по достоинству. И вообще была идея фуагра приготовить. Вот. На самом деле очень недорогое блюдо фуагра, потому что, это печень гуся. Это из гусиной печени, да. Да. Там ничего такого, чуть джус обжарил и все. То есть сложностей никаких. Это я не знаю, баурсаги, нет, это не мое. Тяжело, да? Сделал. Но вкусно зато. Я не спорю. Мы сейчас их приукрасим очень вкусным блюдом. Из косточки вот эта вот мозговая часть косточки, мы ее сейчас будем готовить. Самая сладость. Да, мы ее особым образом будем готовить. Это может готовить только мужчина. Женщина это делать не умеет. А я сегодня просто буду наблюдать. Вы мне будете за вами, помогать. Да? И как вариант будете помогать. Пробовать, помогать кушать. Что мы сделали уже? Мы подключили плиту заранее, чтобы она начала готовить. Греться. Она нам понадобится. Нам понадобится потом эта вот плита, но она, я так понял, быстро готовит. И нам нужно сейчас, смотрите, такой противень. И в нем вот так вот выкладываем бумагу пергаментом. Я некоторые слова не знаю. Выкладываем пергаментом, и я дальше вам объясню. Так получается, у нас все ингредиенты уже есть. Лук мы нарежем полукольцами. Да, полукольцами. Это для чего необходимо? Смотрите, лука мы приправим потом мозговую часть косточки. Уже в готовом виде. Это уже для готового вида, да. Хорошо. И когда мы начинаем резать, то у нас, смотрите, что хорошо получается. В чем вся идея, на самом деле? В чем вся фишка, да? Да, мы ее подрезаем. Значит, лук подрезаем, да? Вот, подрезаем. Мы потом вот так вот делаем. Смотри. Маслицем мы вот так. Маринуем? Да, перекроем аккуратненько. Нужно еще нам будет вот такой мисочка. Да. Найдем сейчас. Да, мы в нее вот это все кладем, джус перемешаем и выложим сверху на наш крутон. Блюдо будет выглядеть следующим образом. Хлебушек, борсак. Мы его слегка обжарим. На него нанесем наше готовое блюдо из мозговой косточки, уже которое будет подготовлено. И присыпем, до этого натрем чесноком, присыпем лучком и чуть-чуть помидорки черри. Вот это готовое блюдо. Мы говорим сейчас, как оно должно быть. Так вот, когда баурсак мы чуть поджарим, он превращается не в сухарь, а в багетик такой поджаренный. Руслан Иосифович, хотела вас спросить, так как вы являетесь одним из победителей конкурса «Сарыарка Достык Аймагы», расскажите, пожалуйста, как журналистика может влиять на общность и единство? Влиять это слишком не совсем, мне кажется, правильно. Журналистика, она находится в социуме. И телевизионщики, радищики, журналисты печатных СМИ, блогеры интернет-порталов. Мы все живем в социуме, в той стране, где мы находимся. На нас имеет влияние международная повестка, потому что у нас есть доступ к информации международной. И есть внутренняя повестка. То, что нас объединяет, как страну, как народ, как единый народ. Человек сам делает выбор, как ему поступать. Но информацию мы можем предоставить своевременную и тем самым можем влиять на общество в том числе. Журналистика должна быть несущей достоверную информацию. Да, мы должны рассказывать, как это происходит, нести, вы правы, достоверную информацию. В этом и есть наша роль, может быть, наше влияние. Наша миссия, да? Естественно, что когда ты это не можешь пощупать, но ты понимаешь, что это влияет, ты понимаешь, что это прям такая важная миссия. Благородная в том числе. Так, мы должны косточки разложить. Да. Вот мы их раскладываем. Так,
Так, Та-та-та-та-там. вот так можно. Я уже представляю, что будет. Так, Будет очень мы попробуем вкусно. сразу все, да? Да, я думаю, приготовить? что да. Я думаю, у нас Немножко получится она с вами. скатывается, А мы... видимо, с учетом того, что она немного неровная. Нормально. Смотри, надо от души. Вот так вот нужно. Вот так вот. То есть это прям вот такой процесс. Да, это очень важно. Так, косточка. Вот, Вот она у она, нас. да. Смотрите, надо именно мозговую часть вот эту вот присыпать. Проперчить, да? Это такой момент, он очень важный. Здесь главное... Слушай, я сейчас чихать начну. Я тоже. Смотрите, вся лишняя соль, она вся выйдет. Вы должны это знать. Более того, свойство у соли, она же впитывается, и она поглощает влагу, то есть она как бы лишнее уйдет. Вот так вот, поэтому, да. Вообще, вот просто я... Все как устроено. Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. А мы говорим, дайте точку опоры, и у нас будут очень аккуратно выложены кости с мясом. Мозговой косточкой. С мозговой косточкой. Так, теперь вот эти нужно... приправы, да? Давайте, этой приправой. Мы ее должны аккуратно... Может быть, вот так присыпать? Вот так, нет? Вам можно Или так, да. Ее чуть-чуть, вот смотрите, мы все поперчили, я бы вот чуть-чуть ее... Прям можно втирать, да, наверное, Да, немножко? нужно. Вы нужно да, даже догадались, да. Нужно ее прям вот прям она должна туда вот зайти, приправа эта. Потому что... Выглядит уже вкусно. Я плохого не посоветую. Так, очень важная составляющая есть. Вот эти вот прекрасные листочки. Это веточки розмарина. Розмарин придаст очень благородный привкус этому блюду. Значит, Его нужно выложить на косточки все, да? ну, конечно, он должен дать запах. Вот, кстати, это знаете, как вот вы когда готовите на костре, вот этот запах костра, он даже чаю придает Дымок, определенный- да, вот этот? Да. И здесь Смотрите, примерно прям то же длинная, самое. вот прям вот сюда. У нас специально косточка была приготовлена под этот розмарин. На самом деле столько не нужно. Ну, давайте от души положим, да? Да. Там, где Так, не будет хватать, мы можем мы ее вот вот так так вот вот делить. немножко, да. Да, это Потому что разрешается. здесь густая прям. Вот. Густонаселенная веточка. Чтобы у нас розмарин лишний не оставался, мы его должны весь применить значит, на этой А вот прекрасном в блюде. журналистике тоже каждая новость приправляется Смотрите, особыми... законы везде единые. В кухне, в журналистике законы всегда одинаковые. Когда делают журналистику по законам, тогда получается и по законам жанра, да, и по нормам жанра, тогда получается качественная подача. Потому что в журналистике, например, положено два мнения, чтобы предоставил журналист двум сторонам возможность высказаться. Тогда получается, что зритель может выбрать, да, какой позиции ему ближе, или кто был более убедителен. Да, Два варианта правды, да, так сказать? Назовем ее два варианта правды, потому что у каждого свой субъективный взгляд на вещи, и каждый считает, что он искренне считает, что он прав, и получается как бы два варианта правды. И вот от того, как они ее преподносят, сторонний наблюдатель, в частности журналист, может делать какой-то свой вывод. Мы не говорим про индивидуальное интервью, мы говорим о новостном, например, сюжете, о подаче новости. Полностью информационном поле, так скажем. Ну да. Так, это мы должны поставить в духовку. Да, мы должны поставить в духовку, когда она наберет 200 градусов. Не, на самом деле, когда я готовлю, дети всегда помнят, что я готовлю. И всегда говорят, папа делал то-то очень вкусное. И... Ну вот, кстати, иногда нужно что-то редко делать, чтобы это запоминали и ценили. Абсолютно, дурс, да. Именно так и происходит. И, значит, когда дети так говорят, значит, мама им говорит, супруга, я вам готовлю каждый день. Вы так не оцените, да? потому что, да, это привычно. За что? Понимаете, это привычно, и это считается нормой. Значит, а когда готовит тот, от кого ты этого не ожидаешь, это вау, это же очень вкусно. И не важно, как оно было приготовлено, по большому счету. Просто этого не было раньше. Вау, вот этот эффект вау достигается. На самом деле этого эффекта вау надо достичь. Ну Так, что, смотрите, мы можем уже, у нас наверное, готовая, поставить? Да. Вот эта светится, она должна была погаснуть, но мы уже можем поставить на 20 минут. Так, Так. открываем, ставим на серединку. Значит, важно понять, мы включили верхнюю и нижнюю подогрев. Это очень важно для равномерного пропекания.
И включили вентиляцию, чтобы воздухом была конвекция. Которая чтобы, необходима тоже для пропекания. Чтобы он не подгорел, а чтобы он равномерно приготовился. Вот вы сейчас заговорили про семью, я сразу захотела спросить, вот у каждой семьи есть своя традиция. Традиция, в основном это традиция связана с праздниками, либо когда собираются за одним дастарханом, но это тоже в основном по праздникам происходит, но бывает, что и какие-то свои личные праздники есть у каждой семьи. В вашей семье какой такой есть ритуал, традиция? Значит, какие традиции? В каждой семье однозначно есть традиции. Я полностью вас поддерживаю. Их у нас много в семье, традиций. Ну, кроме того, что регулярно разговаривать с детьми. Вот. Основная традиция на Новый год мы всегда встречаем только семьей. Так, пока там все греется. А какие блюда у вас на праздничном столе обычно присутствуют? Разные. Делаем выбор. Какие-то запеканки, там, что-нибудь такое вот. Ну, запеканка это, чтобы вы понимали, как правило, что-то запеченное однозначно присутствует. Там сахарная косточка, например. Да, сахарная косточка, кстати, у многих сейчас, наверное, будет любимым блюдом, потому что увидят, как легко готовится в руках Руслана Иосифовича и будут тоже так же у себя дома готовить. А что готовить? Это очень просто. На самом деле готовить хоть очень каждый легко. вечер. Да. И самое главное, полезно. Да, вся проблема в том, что мы всегда заняты. Мы всегда считаем, что наши дела и их важность не позволяет нам общаться с семьей, готовить вкусную еду. Ну, я говорю про мужчин. И вот эта святая уверенность, я ее называю, когда ну точно некогда, вот, она часто подводит. А все зависит от собственного желания. Наверное, у каждого есть свое понимание. Вот у нас интернет-проект «Достык Дастархана». Что для вас Дастархан дружбы? То есть, я не знаю, какое бы главное блюдо вы поставили на Дастархан дружбы? У нас очень большое общество. Народ, он состоит из множества кухонь, да, назовем их так. И они для меня это нечто единое. Понимаете? Вот для меня... Мне кажется, в Казахстане они все объединились. То есть на одном столе можно встретить корейскую морковку. Все, вот. Бешпармак. Вы за меня, отвечаете. Да. То есть я бы сказал там беш, например. Да. Но к бешу обязательно салат. Салат у меня только, там корейская морковка, условно. Понимаете? Или капуста какая-то по-корейски. Потом обязательно салат, очень часто он модный, не знаю, как сейчас, оливье, да, или сель под шубой. Уже 3 кухни я объединил, но они для меня на одном столе. Давайте так сразу. Так, мы маринуем, получается, лук. Да. Сейчас. Так, тоже с солью. Вот сюда вам, хорошо, доверю. Теперь, у нас есть бурсаки. Короче, мы сделали сегодня 2 круга. Коллаборацию, тоже мы получается. сделаем, например, часть мы сделаем из бурсаков. Очень просто все делать. Вот так пополам мы их режем. Теперь, вам задача, смотрите, берете и натираете его чесноком, да? Чесночком, да. Так, доверяю вам. Теперь у нас еще мы берем вот здесь вот, естественно, хлеб очень полезный. Руслан Иосифович, а вот как вы, что для вас, вернее, Дом дружбы? Вот наш Дом дружбы, в котором мы сейчас и находимся, и готовим это прекрасное. Знаете, я люблю по гостям ходить. Любите? И вот Дом дружбы – такое место, где, как сказать, не одна семья, а много. И мне этим нравится. Прихожу, постоянно встречаю разных людей. Есть постоянно кого встречаю, несомненно. Но в целом я могу здесь встретить тех, с кем я нет повода, не было возможности, да, вот так даже где-то скажем. пересечься, Да, пересечься, поговорить. А в Доме дружбы получается... Своя атмосфера, да, такая? Да. И этим мне очень нравится. Я поэтому сюда люблю приходить. Так, важно, смотри, важно. Смотри. Смотри. И главное вот так вот. Чтобы оно растеклось. Да, вот так вот чуть-чуть растеклось. Да, вот так вот. Но много не надо, да? Нет, много не нужно. Давай, сколько готово? Вот эти все? Вот эти, да. Их нужно слегка обжарить. По идее, надо обжарить с утяжелителем. И вот этот утяжелитель, тут будут только мои руки, они будут утяжелять. Нужно добиться вот такой легкой корочки. Так мы их поддавили чуть-чуть. И вот теперь вот такая она получается. Вот такая вкусняшечка. Выкладываем здесь на... Вот она такая вкусненькая получается. Выкладываем на тарелочку.
Вы знаете, чем хорошо бурсаки? Это универсальное блюдо. Блюдо, да. Из Которое него- сейчас тоже Да. в каждой практически семье готовят очень часто. Да, да. Ну, это очень Изучаем. удобно. Это домашний хлеб. Вот. Сейчас, подожди. Ага, Слышишь, да? звук какой вкусный. Слышь, слышь. Слышу звук. Так, все, нормально, да? Тогда я давайте выключаю. Люблю, когда вкусно. Та-да-да-дам, да? Да, все, достаем. Так. Так. Ух ты, она горячая. Ага. Сейчас. Вот когда сделать телевидение с запахом, да? Вот тогда, когда можно будет передать. Вот это вот. Да, тогда можно будет. Дэм, да. Так, аккуратно. Слушай, ну она горячая прям. Так. Ох, как это красиво. Знаешь, что бы сделал? Я бы вот это вкуснятине хлебушек помазал бы еще. А, вот этим масличком? Да. Но она прям горячая. Ну, она прям горячая. Так, мы выкладываем Сейчас, сейчас. да? подожди. О, это очень вкусно пахнет. Да. Ну, давайте, ладно. Так, мы теперь мы выкладываем, сюда да? будем выкладывать, да? Да. Я предлагаю так, давай. Вы Две как хотите берем. сделать? Ну, две вот, сейчас маленькие Нет, берем. ну это вообще выложить сюда все. Все? Да. Ну, давайте все выкладываем, ладно. Значит, берем, значит, багет. Да? Наш крутон. Да, крутон, да. Потом берем вот эту косточку. Да, этот, мне кажется, вот. Как это хрустит. Какая красота. Вот так вот кладу. И вот так вот ее, вот так намазываю, промазываю. Ага. Ой, какая красота. Что еще, да, от души, да, наверное, помазать? Да. Так, и нужно лук еще туда, да, положить? я так понимаю? Да. Ага. И лучок. Я, видишь, в перчатках же Да. готовлю, да. Да, да, Поэтому мне можно вот так вот прям ложить. Вот Ага. так. Так. Ну, это Внимание. многовато, да, лука? Вот так вот. Да, вот так. Вот так, ничего. Так, держим. Итак, Давай так. как вкусно, Что, как пробуем? вкусно, да. Давай. Я, главное, пока не пробую. Точно? Это очень вкусно. Это не игра? Да, все, я тоже пробую. Это очень вкусно. Тамаша. Готовили мы сегодня сахарную косточку с Русланом Иосифовичем Никоновичем. И прекрасная, вкусная, сочная косточка, которую хочется, конечно же, позвать отведать всю нашу команду, которые будут смотреть наш интернет-проект. Что бы вы пожелали? Делайте все с любовью, и это обязательно обретет успех. Любое дело, которое мы делаем с любовью, не ради выгоды, не только ради выгоды, с любовью, всегда обретает успех. Отличное пожелание. Я думаю, что каждому зрителю оно откликнется. Ну а вы смотрите наш интернет-проект, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, делитесь со своими друзьями, родными, близкими замечательным рецептом, который готовится очень быстро, легко и вкусно. А с Болсом